Мы в музее-мемориале Великой Отечественной войны, месте, где все говорит не только о победе, но и о тех людях, которые ее приближали. Один из них наш земляк Федор Баталов, легендарный комбат, тот, кто принял на себя первый удар нацистской армии и с боями сдерживал их наступление, выиграв время на оборону Москвы. Июль 1941-го. Немецкие танковые колонны рвутся к Днепру. И именно здесь, у белорусского Жлобина, батальон Федора Баталова идет в контратаку. Его подразделение первым в истории Великой Отечественной освобождает советский город, занятый фашистами. Баталов действует дерзко, наступает впереди полка, берет опорные пункты врага, удерживает позиции под непрерывным огнем. Этот контрудар сыграл ключевую роль в срыве темпов наступления противника. Позже маршал Жуков напишет: эта задержка помогла обороне Москвы. А сам Федор Баталов будет представлен к званию Героя Советского Союза, первым из 100 СССР. Портрет комбата был напечатан на первой полосе газеты «Правда». Баталов — это первый Герой Советского Союза нашей республики. Судьба была известна, сам подвиг был известен, имя известно. И вот у нас стена героев, которая у нас создана, то есть у нас здесь есть его фотография, и то есть это тоже история, которая восстанавливалась с годами. Песню слушают отряды, считается одной из самых первых фронтовых. Особо популярной она стала среди белорусских партизан. В ней поется о легендарном комбате. И опять потоку капитан Баталов на геройский подвиг поднял батальон. Сегодня эти строки для нас зачитал лауреат премии Тукая Лерон Хамидуллин, писатель и переводчик, многие годы посвятивший изучению биографии Федора Баталова. Родом он из Казани. Участвовал в освобождении Самары, Симбирска, Самары. А после этого он был направлен, как знающий родной татарский язык, был направлен в Среднюю Азию. В 1924 году он вернулся в Казань и поступил в недавно открытую школу красных командиров. В этот период, в этой школе преподавателем татарского языка был Кавы Нажмин, будучи известный наш писатель. В Казани Федор Баталов окончил военную школу, был участником 3 войн – гражданской, советско-финской, а затем и Великой Отечественной. Долгие годы было известно лишь, что Федор Баталов погиб в бою 17 августа 1941 года. Где он похоронен, оставалось тайной больше 80 лет. Разгадка на днях пришла из белорусской деревни Старая Рудня Жлобинского района. Местная жительница сообщила поисковикам отряда «Днепровский рубеж», что еще ребенком видела, как ранним утром советские солдаты хоронили офицера. Его завернули в плащ-палатку и у края деревенского кладбища дали прощальный залп. Вот это обстоятельство с залпом меня и зацепило. Я понял, что это захоронение не простого какого-то рядового солдата, а какого-то либо высокопоставленного офицера, либо какого-то человека, который совершил героический подвиг. Сразу же мысль меня такая посетила, потому что останков Баталова до сих пор не было найдено. Поисковики вместе с прокуратурой и следователями начали работу, провели эксгумацию. Наград и документов не нашли, только пуговицы от галифе, пряжку, элементы ремня и люверсы плащ-палатки. Эксперты зафиксировали смертельное ранение, осколок в виске. Дальше десятки экспертиз. Антропологическое восстановление 3D-модели лица. Сопоставили с фотографиями. Совпали черты, форма черепа, зубы. Решающим стало ДНК сравнение с внуком героя Олегом Васильевым. Оно и подтвердило, найденные останки принадлежат герою из республики. Сложно выразить одним словом наши чувства, когда стало известно о найденной могиле нашего деда Федора Баталова. Это и волнение, и гордость, и радость, что наша надежда узнать его судьбу наконец-то сбылась. Хотелось бы от всей души поблагодарить жителей Казани, Татарстана за память о нашем деде Федоре Алексеевиче Баталове. По общему решению родных и благодарных жителей белорусского Жлобина Федор Баталов будет перезахоронен в городе, который отбил у фашистских захватчиков. Рамиль Шайдуллин, Наиль Абдуллин, ТНВ, Республика Беларусь, Казань.